Прямая линия с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым стала одной из самых востребованных площадок для жителей республики. Традиционно в ходе эфира прозвучало много вопросов социального характера. Жители республики волнуют жилищные проблемы, вопросы здравоохранения, образования, выделения различных выплат и не только. Глава республики на каждый вопрос дал выверенный и четкий ответ. В прямой линии звучит первый вопрос к главе республики. Махмуда Али Калиматова просит подвести итоги уходящего 2022 года в Ингушетии. Очень радует наше сельское хозяйство. И я благодарен министру, каждому комбайнеру, каждому трактористу, любому специалисту в сельском хозяйстве. Они настолько в этой части отработали, что сегодня у нас в целом будет более 200 тысяч абсолютно зерновых в нашей республике. А это очень важно для нас. Мясом мы обеспечили точно, и КРС, и мелкорогатого скота, птицей. И тут я вам скажу, что великолепно у нас работал сад-гигант, например. Значит, небывалый урожай. На первом месте мы 3 года по строительству дорог. В общем, где-то более 250 километров дорог построено в республике. В части строительства на сегодняшний день, за 22 год только, представь себе, мы построили 28 школ. Сейчас на сдаче у нас 18 школ и 8 детских садов. Мы 3-ю смену искоренили. Нам еще есть куда стремиться, строить. И поэтому у нас до 30-го года программу продлили нам, и что мы будем дальше тоже строить. Я, работая правительство, не то что удовлетворен, я полагаю, что сложно им, но все равно спасибо каждому министру, каждому комитету, ну, кто участвует, вице-премьерам всем, ну и, конечно, другие. Уходящий год для нашей страны и отдельных субъектов стал судьбоносным. 24 февраля президентом Владимиром Путиным была объявлена специальная военная операция на Украине. С первых дней интересы страны и задачи, поставленные главнокомандующим, блестяще выполняют военнослужащие из Ингушетии, многие из которых удостоены высших военных наград. Не одна сотня наших ребят и более 120 офицеров, именно вот наши ребята, Алайбулыч, там несут службу во всех родах войска, все это. И очень достойно идут. Я туда выехал, встречался с нашими ребятами, посмотрел, как они там, что там. Встречался с руководством там всех этих военных. И в целом, ну, вот выражение, я говорю, ну как вот, говорит, умница, достойные. Ну, мне приятно это было, что вот так вот наших ребят оценивают. Вот. Но в другой части, наше участие в чем? Я могу вам сказать, что очень здорово обеспечили наших ребят, насколько мы могли. Я не говорю уже там технической составляющей, я просто не буду подробно говорить такие вещи. Просто я вам скажу, технические средства, защиты, сколько мы можем, для, значит, обеспечения их здоровья в условиях мороза или там дождей. В общем, весь комплекс мероприятий мы, конечно, провели и проводим. И буквально вот час только мы туда отправили, за месяц этот, мы там 3-4 отправили помощи. А буквально перед Новым годом мы сейчас только 2 машины. Но самое главное, вот я сказал про Союз женщин, да, и общественную палату. И, вы знаете, нам пришлось вторую машину, 20 тонн, чтобы вот те пожелания, простые жители, жительницы нашей республики, вы знаете, у меня список есть, там их не перечислишь. Просто, ну, я хочу сказать огромное спасибо им за теплоту, за добро. И жители вот подключились в действительности, потому что они герои. Вот в действительности там ребята, вы знаете, у нас же без потерь не бывает. Дамьянча Далгеш дол царя. Вот для меня это боль, а тем более для родственников. Но и Лазбя Кегенахбитович, но я скажу, цавитовать, сон хохош.
вы участие принимаете. Я не соизмеряю то, что мы делаем, потому что он сегодня там, отдать жизнь, если это нужно. Мы будем продолжаем помогать, и все делаем. Вот. И единственное, что мною сразу было сделано, министр здравоохранения, министр образования, министр труда, и я даже ректора попросил. Мы паспорта на каждую семью ставили, и не только погибших, но и раненых, помощи. И вот, например, министр образования я сказал, берите, сколько детей, в каком классе учатся, значит, максимальное внимание к ним. И вот на 1 сентября или какой-то на Новый год вот мы обеспечили. Университет, по-моему, всем там, детям там, более около 200 подарков. То есть внимание уделяем. Минздраву было поручено, и это сделано, если там льготные получатели лекарств в семье этой, если у них там хронические больные, все на учет. И если министр, я сказал, каждый, кого я поручил, не знает, я скажу вот это вот, то он не знает, что я много разговаривать не буду. В целом я скажу, что делаем все, что можем и не можем, и будем делать. Ингушетия действительно оказывает огромную поддержку участникам специальной военной операции на Украине. По поручению главы республики Махмуда Али Калиматова отправляют целые фуры с продуктами первой необходимости, теплой одеждой, техникой и не только. Военнослужащие благодарят Махмуда Али Калиматова за такую необходимую нашим бойцам помощь. Приветствую всех. Выражаю огромную благодарность главе Республики Ингушетия от себя, от личного состава 503-го полка, от личного состава танкового батальона. Уверяю, что все дойдет до солдата, победа будет за нами. Огромное спасибо. Традиционно большая часть вопросов на прямой линии социального характера. Главу республики спрашивают о безопасности дорожной инфраструктуры вблизи общеобразовательных учреждений. В частности, отсутствует тротуар к детскому саду за каналом в Назране, а учащиеся второй школы Яндари вынуждены ходить на занятия прямо по проезжей части. Магомед Башир Аздоев из Альтеева пишет: за каналом построили детский сад, но к нему нет ни нормальной дороги, ни тротуара. Нет даже безопасной обочины, чтобы пройти пешком. Альберт Миржоев из Яндари пишет, что учащиеся второй средней школы вынуждены ходить на занятия прямо по проезжей части, поскольку отсутствует тротуар. И речь идет об улицах Ахриева и Орджоникидзе. Нет там также и освещения. Такой интересный момент. В школе дали автобус на 22 места, но в развозке детей он не задействован. Мак Аздоева из Назрани просит обратить внимание на улицу Парчева, по которой дети также добираются до школы, и там тоже нет тротуара. И вот аналогичная ситуация в Кантышево, сообщает Юсуп Кадзоев. С его слов, учащимся третьей школы приходится ходить в школу по проезжей части, улиц Школьная и Дугиева. Вечером также отсутствует освещение, и все они просят решить эту проблему и обратить внимание на безопасность детей. Эти вопросы мне понятны. Части я скажу в чем. Под объекты социальные, детский сад, школы и другие объекты у нас, ну, любят у нас это тоже забава ингушская, заняли земли, и многие объекты выносили за пределы населенных пунктов. Вы сами видели это. Вот. Но тротуары, дороги – это муниципальные. Потом мы уточним. Мэры городов вот по этим адресам передадите, вот районы, города. И если брать Хаматханова, у нас министр, если это региональные дороги, то это наши. Вот есть министр, вице-премьер, разберется по адресам министра Автодора, а главы пусть разбираются своими тротуарами и всем остальным. Потому что это их обязанность. Им школу построили, у них есть претензии, на территории все хорошо. А в части автотранспорта это уже есть такие сигналы. Сплошную возьмите, проверку проведите. В части обеспечения автотранспорта мы им выделили транспорт, есть, хватает, может быть, анализ сделать. Жилищный вопрос – еще одна важная тема, которая звучит в эфире.
подала документы в администрацию, у меня уже 5 детей, говорит она. Стоит ли рассчитывать на помощь в рамках данной программы? И еще один тут вопрос, жилищный вопрос, также волнует Магомеда Чепанова из селения Верхние Чулуки. Он как сельский специалист работает механизатором в ГУП Алханчурская. С 2008 года стоит на очереди на получение субсидий для улучшения жилищных условий. Инвалид второй группы. Просит, опять же, записать его к вам на прием для решения этого вопроса. На прием он должен идти министр сельского хозяйства и мелиорация, да, там, ГУФ. Разберешься? Мамуд Алимуджипович, по вопросу Чапанова. В 2019 году с администрации Малгобекского района поступил пакет документов. Но в мае 2019 года КРУ вынес акт об исключении его из списков. Вернитесь к этому вопросу, Юлия Юрьевна Чернышова. Возьми пакет документов с точки зрения права, изучи его и мне лично доложи. Если исключили, почему, заключение сделай мне юридическое по цивильному праву, там посмотри и дай мне это. Если законно, то законно. Если незаконно, значит, мы его разъясним, если незаконно. А если законно, вернемся к этому вопросу, изучите, вот, Андрей Викторович, и вы, и мне доложите. А там уже Минимущество, если нужно, тоже какую-то справку даст. В части, садитесь. Тамара Тухова, да, «Молодая семья» программа. «Молодая семья», насколько я помню, эта программа уже, она прекратила свое существование, насколько я знаю. Ну, здесь и документы подавались 10 лет назад, говорит. Ну, 10 лет назад, я понимаю. Кто может мне сказать, правовое управление? Махмуд Алимак Шарипович, замминистра строительства Муса Мухарбекович Илиев. «Молодая семья» программа функционирует. По данной гражданке Тоховой мы прорабатывали, она исключена из списка органов местного управления в связи с достижением одним из супругов возраста более 35 лет. Одному из супругов. Но если вы не будете давать, то они состарятся, бабульками станут. Да, все зависит от финансов. Не, минуточку, контроль управления. Возьмите все субсидии, которые вы давали по молодой семье за последние 3 года и полностью мне картину. Понятно? Изучите и в этой части. Я сказал министрам, субсидиями, выплатами людям не шутите. Не шутите. Вот попался? Не надо. Они ждут это. Вот сейчас, вот видите, я-то, насколько помню, почему-то у меня память предположила, что программа эта, она уже не действует. Действует. А кто смотрел, для кого она действует? Берите все, проверьте мне. Михаил Магомедович, бери с точки зрения усмотрения признаков состава преступления и материалы мне докладывай. Тоже вместе берите. Если его смотришь там, какие-нибудь эти. Там Минстрой занимается, Миннац. Кто? Ну вот, садитесь. Давайте. Мы знаем, что 1256, но мы насколько работаем, насколько нам выделяют федеральные средства. Вот нам выделили их на 40 квартир. Я вам уже до этого говорил, что они выделяют вот на 33 квадратных метра, а у нас нет такой квартиры. И поэтому в этом году могу сказать, что те, которые сегодня, и 2 человека прошлогоднего у нас, Владимир Ильич, оставались, да? Они тоже туда внесены? Внесены? Вот. У нас там получилось то, что не получалось в прошлом году, 2, тоже их. И мы обязательно с фонда 28 миллионов выделяем. Вот. Мы могли бы сейчас переписку устроить, вот. Не хватает, хватает. Но мы понимаем, в каком сложном положении дети находятся. И поэтому мы предметно этим занимаемся и будем. Также жители республики интересует вопрос заработных плат бюджетников в Ингушетии. В некоторых министерствах, по словам дозвонившихся, люди зарабатывают меньше прожиточного минимума. Глава республики ответил так. Волгоград – это довольно-таки актуальная тема в последнее время. И вот зачитаю несколько сообщений. Это вопросы, почему людям урезали пенсию, а некоторыми вообще приостановили выплаты, и когда перестанут задерживать выплату пенсии. Законно, кто имеет право на получение пенсии, будет получать. Если кто-то надеется, что он сформулировал какой-то
пакет документов, который не подпадает под закон о выплате, он не будет. А второе, у нас каких-либо изменений пенсионного фонда как такового нет. У нас Владимир Владимирович там подробнее пояснит. Мы первые, которые вошли в расчет начислений и выплаты зарплаты через централизованную бухгалтерию всего пенсионного фонда. Ничего не изменилось в работе нашего пенсионного фонда. Оформление пенсий продолжает оставаться у нас. Просто выплаты начисления будет производиться на карточке, централизованно. Некоторые сбои были при выплате. Значит, в конце года, да, действительно, в ноябре месяце была задержка, но по причине проверки деятельности пенсионного фонда. Сейчас все денежные средства за ноябрь и декабрь выплачены, начислены. Да, там передали формирование там, документов, начислений, а выплаты будут у нас, также будут. Просто исключили, может быть, коррупционную составляющую, еще что-нибудь. Вот эти вот вещи, они. А так, пожалуйста, кому положено по закону, пожалуйста, пенсия будет. А в части того, что там перебой шел, у нас, по-моему, октябрь там выпал, я помню, это того, что сегодня объединяют федеральное социальное страхование с пенсионным, и руководство там уже, там дальше, я думаю, после Нового года там уже окончательно сформируется вот этот орган федеральный, и который будет регулировать эти вещи. Также наших телезрителей интересует вопрос заработных плат в Ингушетии. Они спрашивают, почему в республике такие маленькие зарплаты у бюджетников. В некоторых министерствах люди зарабатывают меньше МРОТ. Связано ли это с госдолгом региона? Каков уровень долга к концу этого года? Ну, вначале вы об этом, в принципе, говорили. Меньше МРОТ не должно быть, и такого нет. Это лукавят. Это первое. Второе, у нас долг был 11 миллиардов 800, ну около 12 миллиардов. У нас, я сказал же вначале, мы 11 миллиардов долга погасили. Но у нас госдолг еще, мы его до 29-го растянули, мы его потихоньку там выплачиваем. Зарплата, почему? В 2018 году было применено меры бюджетного принуждения. Это было принято Минфином. У нас есть соглашение, что мы не можем ни одного человека принять сверх штатов на работу. Мы только между собой распределяем их при той же ставке денег, при тех же штатных единицах. А зарплату тоже не можем, потому что пока не уйдем от мер бюджетного принуждения, то есть, а у нас осталось в первом квартале, если мы, как правительство решает, 700-800 миллионов, и потом еще будет, наверное, опять соглашение, нам надо обязательно будет еще доказать, что мы все это сделали, то, я думаю, во второй половине тогда правительство может решать вопрос о повышении, добавлении зарплат. В зале звучат вопросы самого разного характера. Это и наркомания, работа общественного транспорта после 18 в Магасе, отсутствие прямого рейса автобуса из Карабулака, просьба решить вопрос с бродячими собаками в Магасе и отсутствие освещения на основных улицах города. И не только. Фатима Гайсанова обратилась к главе с личной просьбой помочь ей совершить паломничество. Махмуд Али Калиматов ответил, что женщина обязательно поедет в хадж. Следующий вопрос также на религиозную тему. Дело в том, что когда вмешивается государство или должностное лицо, потом все это разворачивается, и тем более я уважаю право ученые-исламисты наши, я им просто говорю, они бартабя, они должны сами собраться и определить. Я не могу вмешиваться в эту позицию. Я могу говорить. Я говорю с тем, с другим. Ну, да, я харджия, ярдея. Я не могу, потому что адал чедин издер вождер адда. Я шей бартабя. Но я сегодня вот наблюдаю, я удивляюсь этим
людям, некоторым тем более, большинство-то они очень набожные, да, дело вокуш, дело дина бокуш, нам биж и мандуш. Сун хихарди могут должен биж, дижа алум нахмаби. Но некоторые есть, они два слова не говорят, чтобы бартбе был жвейник. А в остальном я сказал, давайте я поддержу. И завтра буду с удовольствием сами, значит, общаться, и нам необходим муфтий. Он нам нужен, потому что, ну, кроме нашей республики, значит, прям, ну, нет, вот, это, с одной стороны, я бы должен был, и вот этот молодой человек, он должен был им задать этот вопрос. А второе, если время намаза определить там, слушайте, я скажу одно, это тоже ведь дело ученых-исламистов. Как глава может определить, вмешиваться в эти вещи? В остальном, я думаю, у нас очень трезвые, очень добрые, умные ученые-исламисты, и большинство их. Я думаю, вот потихоньку придут к этому решению, потому что нам очень необходим муфтий, и очень даже среди субъектов нам очень важное взаимоотношения наладить вот в этой части. Следующий вопрос главе республики касается сферы здравоохранения. Жители делятся. В Ингушской республиканской клинической больнице уже давно не работает МРТ-оборудование. Возможно ли решить эту проблему? Mahmud Alimak Sharipovich. Сначала волноваться, вопросик. Я МРТ. Волвашь его, ряд свер. Ханзе, то и гир. Бокшна, чуам ищи. Так, свои скудные пенсии, завтра затеял. Арах, да, хвашти хему столнях. Ерму элементарно холз дадуатсам. Боколу хужбова. Твои причин устранить. Дело в том, что прогнозированного понимания в министерстве нет. Поэтому вот когда соглашение на обслуживание вот это оборудование МРТ поставлено? Вы не знаете. Минуточку. Да я знаю, что вы не знаете. И ваш кто зам курирует эту технику? Кто? Махмуд Али Макшевич, у нас есть каждая медицинская организация ежегодно заключает контракт. Вы меня не слышите. Я знаю, что заключили. Но у меня есть документ, заключили. А потом вот этот зам курирующий, или кто он у вас, там написано, что регламент через 3 года, 3 месяца обязательно надо заменить то, почистить там, промыть там. Так вот, надо идти логически, каждый договор на техническое обслуживание того или иного оборудования, не когда у нас сломалось, опа, смотрит, оказывается, срок прошел. Нет, там написано в технических условиях, когда у него необходимо, и тогда бы вы заказали год назад, знали, что через год придет время его замены или регламента, тогда бы знали. Поэтому вот я вам поручаю, возьмите и другую технику, возьмите и посмотрите, группу создайте там специалистов, чтобы они проанализировали все ваши, где у нас жизненно необходимое оборудование, значит, когда у них по инструкции приходит срок замены элементов или регламента. И уже будете заранее знать, и заранее будем тогда заказывать и оплачивать. А сейчас по факту, если вы говорите, ну как это вот, а где еще кроме значит, МРТ у нас? Только в онкоцентре? В онкоцентре, да. Сколько стоит аппарат МРТ? Градация большая, до 100 миллионов. У нас нет никакой программы сейчас. В следующем году по нас проектам мы планируем. Планируете или вы? Если вы вникнете в эту ситуацию, мне полная картина нужна. Сколько у нас МРТ еще, сколько у нас их не работают, почему они не работают, кто отвечает. Если вы будете заместитель главврачей там некоторых назначать, которые юристы, педагоги, пианисты, то у вас ничего не получится, которые нигде не работают, не работали, и вдруг они
Вот как раз это их работа. Надо же технаря туда брать, понимаете? Электронщика, чтобы он тогда знал бы и вам доложил. И задачу ему надо, и регламент должностной ему надо писать. Но это уже совещательное понятие. Садитесь. Поэтому давайте из этой программы вникайте. Всю технику, которая у нас есть, жизненно необходимая для в детских больницах, взрослых, неважно, в поликлиниках. Сделайте с министерством анализ, и вот Балаева, и вы мне изложите эту ситуацию. Ну, на сегодняшнюю картину изложите. И когда у нас истекают сроки, может быть, срочно сейчас что-нибудь придумаем? Новый год – время чудес. Воспользовавшись прямой линией, в эфир свой видеовопрос отправил 10-летний житель селения Дачное пригородного района. Уважаемый Махмуд Али Макшрипович, поздравляю вас с Новым годом, желаю вам счастья и долгих лет жизни. Уважаемый Махмуд Али Макшрипович, Да. я бы хотел на Новый год подарок. Велосипед, спасибо, Сах. Я возьму им обязательно. Мальчишка очень интересно, чувствует прям энергетика от него прям. Красавчик. Волнуется еще. В конце диалога с народом главу республики Махмуда Али Калиматова спросили, какой подарок, сделанный в новом году, ему запомнился больше всего и что он пожелает жителям республики. Ажылы барт долыш, эту болыш, вайки гинах, армия болыш, кона мойца болыш, мяш могуш болыш. Чтобы у нас уровень образования, благополучие, экология, вот все, что мы не обсудили, обсудили. Вот для меня радость, процветание нашей республики. Вот все, что. И подарок для меня будет, если у нас будут чистые речки, чтобы у нас все ребята, ни в один водоем не зайдешь, чтобы мы рыбу могли ловить там же и кушать ее. То есть много таких вещей есть. Поэтому самое лучшее, чтобы у каждого живы, здоровы, не болели дедушка, бабушка, мать, отец, дети, сестра, брат, сноха, все. Вот это вот счастье, которое бы я хотел, чтобы поменьше было бы. Вот просто сказать бы, ой, давай с праздником. Вот, чтобы вот эти балыжби и жнаха. Дорогу мы сделаем, даю слово. Мы все сделаем, и дороги построим, и дома построим, и школы построим. У нас очень боль у многих, мы много, понимаете, облегчит вот эту вот внутреннюю душу человека, гражданина, который у нас живет, чтобы он радовался, тот, который на время где-то в других регионах приехал и гордился, и радуется, радовался бы. Вот, чтобы мы не искали соринку в глазу, не видев свое бревно. Вот, чтобы были внимательны. Вот для меня подарок, когда за барт полж вайдах, вот и все, что я еще могу вам сказать. Поэтому всем подарок, вот, позвоните своим близким, родным, вот, а кто сегодня домой приедет, хоз диган, и узвали, хоз камялди, хей бириш нанок, хей нанок, дега. Вот это вот самое главное, что подарок сегодня. Вот это все, я говорю вам искренне, вот такого вот, я лично это и сделаю. Традиционная прямая линия с главой продлилась более 3 часов. За это время в колл-центры поступило больше 300 звонков. Ни одно обращение не останется без внимания. Ими будет заниматься специальная комиссия при администрации главы и правительства Ингушетии. Рина Цычоева, Новости 24.